Добрый вечер выходного дня, друзья. Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Мы, как обычно, находимся в ресторане «Мусхая» в гастростудии. В гостях у нашего друга Семена Тарбахова. Семен, привет. И к нам сегодня в гости пришел член Общественной палаты нашей республики Якутии Гаврил Чемаханов. Гаврил, привет. Привет. Да. Привет, Семен. Да. Рассказываю концепцию нашей программы. У нас вообще, Гаврил, такая программа, она не кулинарная на самом деле. Это кулинарное ток-шоу, куда мы приглашаем своих друзей. И мы это называем «Заставляем их готовить». Да, я знаю, что ты к нам пришел с чем-то нечто экстраординарным. Изюминка. Изюминкой, да. С такой изюминкой. Да, расскажи, пожалуйста, что это такое? Так, научное, наверное, название мы не будем брать. Попросту Да. суслик. Суслик. Говорят, он американский, не знаю, Ага. откуда это он был завезен. По-якутски По-якутски, по-русски еврашка. еврашка. Как- Девраска. Девраска. Да. Ну, еврашка у нас славится именно в Верхянском районе. Он маленький медведь, он накапливает за какой-то Силу? определенный... Да. Питательный жир его Ага. используется именно в лечебных целях. Да, он лечебный. Ага. Насколько это было доказано по медицинским параметрам, я, если честно, точно не знаю, но испытано на себе. Каждый год мне мама отправляет топленый жир. Именно евражи. Как правильно? Суслячий, да? Суслячий. Суслячий, да, жир. Евражий. Да, ну так как медведи очень трудно обычно маме добывать, поэтому Ну да, как обычно, Да. последние годы все сложнее и сложнее, да? все сложнее и сложнее. Да. Ну и годы уже не видно, Да-да-да. правильно, вот. И, соответственно, суслик вышел на 100 метров, добыл, отправили сыну. А сын в Якутске уже получает и занимается профилактикой лечения семьи своей. У меня дочка и, соответственно, супруга. И мы как бы весь период зимний остаемся здоровыми. Это честно, это проверено на себе. Ну и вам, друзья мои, Повышение иммунитета. советую. Да. Насчет иммунитета не знаю, но легкие Ага. благодарят мне за то, что я вот использую такой вот... Именно такой жир. Да, такой жир. Да. Ну, ты охотник, ты знаешь. Да, что я такое знаю, я жир. много раз сам ел такой. Это Медвежий невероятно, жир. невероятно вкусно. Да, очень вкусно и очень питательно. Ты пробовал, Семен? Да, уже. Да. Вот. Как- Значит, мы уже как да, бы- надо у Семена спросить. Семен, как считаешь, вот это твое экспертное мнение, вот до того, как мы еще начали? Тушка у нас свежая, очень Ага. жирная. Ага. Метод твоего приготовления какой будет именно? Так, мы, наверное, его сразу же отжарим. Пожарим. Хорошо. Отжарим. Отжарим. Да, отжарим Отжарим его. как следует. Да. Ага. И, соответственно, добавим те некоторые приправы, которые, соответственно, облагодарят этот прекрасный вкус мяса. Хорошо, ты будешь это делать здесь. Я все-таки предлагаю нам местами поменяться, да? Да, давай. У нас стандартно получается так, что гости мы вот сюда ставим, и он начинает готовить и всем этим заниматься. А я буду тут сбоку припеку стоять, делать вид, что я ему Хорошо, а помогаю. ты мне будешь вопрос еще задавать. Да, вопрос задавать, мы будем разговаривать. Да. Ясно. Формат Хорошо, такой. я понял. Так, давай начнем с чего? Так, Командуй. начнем с того, что вообще включим плитку. Политку. Так, ага, масло. Масло у нас есть. Есть. Вот оно. Какое растительное, сливочное? Давайте Раститель. сливочное возьмем. Сливочное. Да, пускай Для она вкуса. здесь в сторонке постоит, чтобы она накаленная. Так, маслица. Ага, маслица. Так, лук, там соль, Лук, перец. это все потом. Давайте мы сейчас разделаем мясо. Ага. Ты у нас повар искусный, поможешь мне в этом? Так, Ну, вытаскивай тушку. Да, да, надо показать в камеру, вот что это такое вообще. выглядит вот так. Да? Да. Как ты сам любишь это, как делать разделку? Вообще, взять нам мелкие куски его просто. Ага. Разделать. Ага. Ага. Ну, есть, знаете, да, разновидности. Некоторые вот у меня спрашивали постоянно. Есть тарбаган, да? Тарбаган, да, это он же здоровый. Большой Да. суслик, он Ага. у нас не в таком широком количестве, он где-то Да, в его горных мало. каких-то местностях, да, распространен. У него чуть-чуть другой, комплекция другая, он побольше, от 3 до 5 килограммов. Бывает, слушай, да. И он является охотничьим промысловым Да, и зверьком. специальный даже и вид есть такой. Разводят специальный, даже, да, да? стрельба такая есть. Ага. Да. Ну, мы все слышали про случаи в Монголии. Я просто вот сейчас хочу сказать, что ни в коем случае нельзя есть мясо сырым. Да. Да, ну, соответственно, это как бы термальная, Как- термальная да, обработка, термальная соответственно, обработка, какая-то, она должна быть обязательно. Какая-то Поэтому болезнь есть там такая очень опасная. сейчас, тем более, у нас время такое, что любая болезнь, соответственно, она
воспринимается ужасающе, поэтому термальная обработка превыше всего. Вот ты видишь жир, который... Да, здесь есть. жира очень много. Да. Это еще я знаю, у нас один мальчик, школьник, написал проект именно по суслику, и там были очень такие полезные советы, скажем так. Изучение именно это. Да, Питательная изучил. связь. И оказывается, суслик у нас собирает, он сборщик именно тех лекарственных препаратов, самых-самых, он собирает действительно самую смолу, да, скажем, вот, того лекарственного сбора, который мы потом используем. Это переходит все в жир, соответственно, поэтому полезность от данного, да, вот, по коэффициенту, это 100%. Ну, то есть и питательная, и усваиваемость наверное, хорошая. Да. Да. Ну и не зря, наверное, в Верхоянском районе мы употребляем его. Частенько, да? Да, Я частенько. просто первый раз его кушал, наверное, лет 10 назад, да, я вот в этом Где? году будет юбилей, как раз в Верхоянском, друзья Верхоянском. угостили, я говорю, это что такое-то? Думал, ну странно как-то так, ну видно, что это что-то, ну думаю, кошка, ну ладно, думаю, может поугорали, говорит, нет, да. Кошка? Говорит, нет, Ты не задавал даже вопроса. Да, не задавал, говорит, не, а потом уже мне сказали, говорит, вот это же еврашка, говорит. Как она- гость Да, просто да, оказался. гости, говорит, самое вкусное это. Попробовал, потом подумал, ну нифига, действительно очень вкусно. А так у нас тут бегают, что, никто их не стреляет по большому счету. Ну, после нашей передачи, наверное, Да. все озаботятся о своем здоровье. Да, и все заботятся о пойдет здоровье и- массовый. И массово пойдут Сбор лекарственного пойдут за жира. еврашками, Да. лекарственными еврашками. Так, Гаврил, традиционный Ага. вопрос. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Ты откуда сам? Да, ну вот ты знаешь, что ты верхоянский. Да, ну я Да. родом из города Верхоянска. Отец у меня родом из села Дугалах. И вот эти Дугалах. Дугалах, да. И эти два места у меня считаются вот, исторической моей родиной. И я очень часто езжу, и сейчас я тоже, получается, нахожусь там, работаю. Вот как раз ты заметил, правильно указал, что я работаю членом Общественной палаты Республики Саха-Якутия, и сейчас представляю интересы именно по Верхоянскому району. Это арктический регион с недавнего времени, Да. по указу. Мы к этому дойдем. Специально Да. у меня тоже вопрос приготовлен для тебя. И помимо того, что я сейчас очень сильно увлекся политикой, скажем так, Ага. да, я помимо этого еще состою в Общественной палате города Якутска, являюсь членом Общероссийского народного фронта. Ага. Знаешь, да, что такое ОНФ и ОНФ, как да. он стремительно работает. Ребята очень хорошие, поэтому плодотворность от этого тоже на благоустройство города очень высока. Ну и также являюсь помощником депутата нашего любимого спикера Петра Васильевича Гоголева Ага. по общественным делам. Соответственно, помогаю людям с проблемами, с теми или иными проблемами. Ну, То есть решаешь социальные вопросы, получается? Да, ну я как зашел в эту стезию, да, и как бы уже не отходил ни на шаг. Можно даже сказать больше, что я вырос уже до определенного, до определенной высоты, где я уже могу своим знаниями помочь тем или иным людям в тех или иных задачах. Понятно. Ну, слушай, ты получается, что можешь сказать, что метишь еще дальше? Да? Может, какую-то политическую карьеру там Самое строить? главное это, наверное, мое здоровье. Ну, уже все знают, наверное, да, что у меня первая группа инвалидности, у меня почка пересаженная, поэтому защищая права и интересы своих коллег, по несчастью, свои права, цель у меня именно забота о наших проблемах социального характера. Ага. В политику я выйду в каком амплуа, уже не важно, в принципе. Главное, чтобы это дело не останавливалось. Я заинтересован, поэтому мне это нужно. И всем остальным. Хорошо. Ну, давай, уже Так, начнем все. уже готовить. Масло. Топим. Идет следующим, да, топим масло. Дайте, Так. пожалуйста, мне ножик. Ножик, да? Или давай я вилочку тебе дам. Вилочкой. Оп. Так, Лопаточку, всё. да, наверное? Да, скорее всего. Лопаточку. Держи. Ножики у нас уже. Масло я не жалею, потому что оно придает такой изысканный вкус. Ага. Ну, такой вот сливочное масло все вкусно. Говорят, Да. вредно, но вкусно. Ну, это мой секретный ингредиент, если честно. Если даже я борщ готовлю, удивить свою супругу, я решил вот именно с борща. На сливочном масле. Да, сливочное масло оно было именно вот таким ингредиентом, который дает, да, вот, понимаешь, о чем я говорю, гурманистический. чтобы такой вкус. Да, взрыв, да? да. И вот супруга, сейчас, наверное, буду хвалить себя, Ага. была очень рада тому, что у нее муж
искусный повар, да? Слушай, а в искусственном поваре кто дома чаще готовит? Наверняка ты супруга. Ой, я готовлю, когда Душа поет. придет время. Ага, да-да-да. Какое время, ну, определенно зависит Никто от не знает. ситуации. Да, никто не знает, поэтому по праздникам, Ага. скажем так. Все, да, давайте можем уже добавлять потихонечку. Так, пожаренький. Давайте их прям Пожаренький. пусть так полежат, получат Чуть-чуть, такую корочку. Огонь гляньте, Тоже там аккуратненько. жиром вниз, чтобы И мне нужен лук, чтобы сверху все это аккуратненько. Так, лук, пожалуйста, я подаю. Соль мы чуть-чуть попозже сделаем, чтобы мясо не загрубилось. Да, Скажем так. соль в самом конце. Да. Тем более, что мясо... а лук как полукольцами. В любом. После этого мы как-то будем это все подавать с рисом и с маленькими помидорчиками, томатами. Да, Томат се- более сервировать. нежный, он очень нежно подходит именно к этому мясу. Подчеркивай, да? Да. Слушай, а вот дома что вы обычно кушаете? Какой рацион у вас? Ну, мы люди спортивные, поэтому пытаемся не перегибать палку. Благодаря тому, что мы живем в Якутске, наверное, да, мы можем использовать те или иные ингредиенты. Не слишком жиро. Ну, значит, получается, все-таки следите за Выбираем, более-менее избирательно к этому относимся. Поэтому хочется быть Да, ну, подтянутым. видно, что ты примерно такой же Женя, как и я. Да. Я тоже немножко спортсмен. Как мы вот так Да, вот так вот, ага, как раз. Так, это лук специально так, да? Так, ну и теперь я перемешаю уже. Вообще, в такой компании мне приходится первый раз готовить. Ну, ты не тушуйся, нормально, мы тоже Да, такие, ну, как и ты. Оговариваюсь. Ну, в отличие от Семена, конечно. Получается, как пищу именно еврашки используют там, в Верхояне. Ага. Ой, у меня глаза зачипали от лука. Да? А, ничего? Ничего. Так, про верхояние. Ну, Или смотрите, я с детства вообще, скажем, употреблял, да? Ага. Мы с ребятами, с мальчишками ходили постоянно на охоту на еврашек. У нас были старики, которые готовили их на костре. Своего рода были такие моменты, когда они нас учили. А охота была нужная именно для нашего города Верхоянска, потому что у нас были большие склады. Это завозились для сельхозугодий, для сельскохозяйственных каких-то предприятий тонны мешков с овцом, с комбикормом и же с ними. Соответственно, живности было просто жуть как много. И нас, мальчишек, за определенную сумму, вроде копейки какие-то были, тушки приносили и сдавали. Как, Что-то за хвост там 10 копеек. что такое, да, В советское было, я время сейчас тоже такое. смутно припоминаю. Ну и За поэтому бурундуков нам рогатка, она была уже как-то по-свойски относились к этому. Если я ходил с рогаткой, это не означало, что я хулиган. Я был работяга, действительно. У меня полный Как карман. на работу? Да, как на работу ходил, зарабатывал копейку. Соответственно, когда мы гурьбой, это было очень интересно. Мы с ребятами, с верхоянскими своими, постоянно уходили. Как утро, мы на охоту, и только вечером. Соответственно, надо было что-то кушать. Мы вот и жарили сусликов прямо на костре. При этом никакой соли, ничего, просто и потом шли и из речки пили воду. Ну, прямо так наклонялись. Ничего себе. Да. Сейчас это, как бы, сами знаете, молодому поколению расскажи, они не поверят, потому что все только из бутылированной воды все пьется. Какая-то дикость. Да, еще и суслика, если сыну скажу, что я употреблял его просто так на костре жарил, он скажет: папа, ты сумасшедший, ты дикарь. Ну, были такие времена. Соответственно, эта природа во мне осталась, и сейчас я вам хочу это показать, как она на вкус и как Рыбья это всё хаянского выглядит. хумуса. Да. Ага. У меня вопрос встречный. Давай. Семен и Петр. Вы же слышите постоянно, да, как верхоянские по еврашке именно. Какие у вас есть какие-то там диковинные информационные, не знаю, там посылы, что еврашку могли не сырыми скушать, строганины или что такое?
Не, я такого ничего Такой не слышал. просто жарят Да, верхоянский. не, я знаю, что верхоянские всю дорогу этот евражек кушают. А я знаю, что не только в Верхоянском районе Ага. этим занимаются. Есть ряд северных регионов, где они тоже вот, сейчас не буду называть, наверное, эти районы, потому что Мгм. перебить славу неохота, да, Да-да-да. скажем так. Поэтому я знаю, что занимаются тоже промыслом, так же, как мы, едят. Соответственно, там тоже своя наука добычи. И почему это добывается, это уже как бы понятно из-за жира и из-за вкусного мяса. Да, вкусное мясо, Мясо, но да. которое еще и полезное. Да, питательное еще получается. я раньше помню, что из шкурок шили прямо кянчи, да, Ну ладно. да, и рукавицы. У меня папа был в таких рукавицах, он работал лесорубом. Это, я так понял, более экономичный вид ткани, где можно было не И тратиться. и Да. теплое. Есть белка, которую трудно достать, а есть как бы еврашка, которую можно шить. Да. А если белку пробовал? Белку? Белку пробовал? Белку пробовал. Как тебе? Белка, у них разная консистенция вкуса. Петр скажет, Да. А, Ну, что- белка по-своему да, вкусна. по-своему она вкусна, она похожа более на зайчатину, Ну, скорее да. Да, чем скорее нет, да? Но Да, скорее есть да. какие-то оттенки Ага. древесности, Ага. есть такое, да, но Отдает Отдает. орехами, да. кедровыми. Послевкусие ореховое. Вообще вот так вот, да. Да-да, послевкусие ореховое. да. Как ты рассказывал, да, получается, в детстве ты пробовал, ел. Ну, это если посмотреть на другой лад, да? Что ты будешь есть свинину, да? Когда пичкана там антибиотиками, или же еврашку, когда питалась там, или ту же белку, когда питалась орешками, да? Что будет из них натуральнее? Вот тут как бы тоже же понимаете. Да, 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 Ну, совершенно в верно. наше Но время это, конечно, тут как бы даже, ну, ассоциация еврашка, там, белка, это там, грузины, там, это как, знаешь, как рыба, да? да. Из Москва-реки или из Лены нашей. Ну например, да, да. Там все по-другому, поэтому место обитания совсем иначе. Как-то еврашки, например, да? Как ее называют? Луговая собачка, правильно же, да? Еврашку? Да, ее название, Ага. еще другое название, скажем. Вообще читал, что раньше интересовало, что он американский суслик. Вот. Иначе называют луговая собачка. Ее тявканье, что такое. Вот. Слушай, У нас их очень-очень много. очень много. Очень много. Ну и остро стоит вопрос, скажем так, сокращения численности. Наверное, да? Нет, ну насчет этого Или уже нет? пока что нет, потому что завозов, таких как раньше в советское время, по сельхозхозяйственным предприятиям такого нет. Ну, то есть такого урона уже не наносит. Нет, вот такой промышленности нету, поэтому как-то в промышленном виде, если бы было бы, то, конечно, бы были бы. Вот. Так. Слушай, а какое твое самое вкусное блюдо? Самое, то, что тебе больше всего нравится? Самое вкусное, что для тебя? Блюдо? Да. Что ты больше Я- всего любишь? Давай, Вообще- например, с детства и вот Да. сейчас, и сейчас. Блюда именно. Блюдо, в блюда, множественном или числе. какое-то там, Я да. вообще очень люблю сам готовить. Люблю готовить именно на природе. Люблю готовить уху. Именно с той консистенцией, да, вот именно соблюдение всех требований, правил, нормативов, когда с друзьями никто ничего не ты мешает. загнул далеко пошел. Да, да, ну вот это вот именно духовность какая-то. Ну, Петр, представляешь примерно, да? Да, там да, да. Ну, в процесс толпе. сам по себе, да, Процесс, чтобы сам там процесс, именно, когда вот- подожди, не вот так, а да, вот так. да, типа, вот эти мы моменты. ага. спорим иногда, да? Да, там. да. Ну, давайте, и мы выбираем именно, когда кто готовит именно. Ага. Ты готовишь плов на завтра, я готовлю на сегодняшний день уху. Все, и ты там, профессор, не мешайте, все отходят в сторону, колпака нету, но вообразимый колпак уже есть, и там уже орудуешь вообще. Самое главное не повторяться каждый год и какую-то изюминку доставать. Добавляй. Да. Вычитываешь, высматриваешь что в Ютубе, какую-то информацию, что стопочки водочки обязательно, да, там, В конце в настояться. конце, да, когда она Да. делает, и уголек, Да, головешку. головешку Головешку. Березовую. Я еще добавлял маленькие орешки, или же орех, чтобы чуть-чуть смоленистый Аромат добавить, был, да? аромат. Ничего себе. И когда мы уже трапезничаем, ну, вот, за трапезу садимся за стол, ну там действительно там столько восхитительных возгласов, и по этим возгласам ты ощущаешь, что да, сегодня мой день, и я доказал, что я хороший повар и кулинар, и, соответственно, победа за мной. И
лето, в принципе, да, и этот год прожит не зря. Вот даже до такого доходило. И, соответственно, потом рыбалка и охота в таком виде, формате. Поэтому охота и вот эти вот условия, когда с друзьями едешь, они именно дополняют всю остроту этих блюд. Я блюда люблю, когда они готовятся на охоте. Вот, наверное, Ну, то есть, как бы процесс подытожу. и рядом там, да. Дома уже не то, как бы, соответственно, уже чуть-чуть другой коленкор. А именно на природе по-другому как-то все это ощущается. И я люблю быть на природе очень, очень сильно. Вот. Слушай, а об охоте и об рыбалке, что для тебя ближе? Охота, рыбалка? Рыбалка. Рыбалка ближе? Рыбалка. А почему? Я не знаю, ну, Сам процесс, наверное, больше нравится. процедура и очень такой тонкие математические ходы иногда нужно делать. Высчитывание, подловить, словить, Перехитрить. как-то, да, изучить все. Сейчас, слава богу, в Ютубе, да, например, очень много информации, где можно подучиться. Там есть такие профессора, с которыми приятно даже посидеть, когда закидывают. И иногда ты закидываешь на спиннинг, например, и ничего нету. Человек приходит, что-то по-своему подумал, что-то поменял и достал щуку. Да. И ты такой, как, И да? как Почему- так? почему не я, да? Пожалуйста, профессор, научите что-то как. И тут все учитывается, соответственно. Вплоть до там порыва ветров, какая-то калькуляция у него идет. Правильная проводка. Да, все это Да. учитывается, поэтому есть большие мастера этого дела. Я вот именно хочу к этому прийти, наверное, со своими знаниями. То есть ты намеренно учишься рыбалке? Да. Первое меня это захватило, будучи на Амге, с ребятами я побывал. У меня есть друг Гольдеров Борис, ему пламенный привет. Да, можешь передавать привет из бизнес-канала. Да, он меня вот возил с ребятами, и, соответственно, там я уже как-то начал более-менее прикипать к этому делу. Вот, Но и это всё. получается спортивная рыбалка же, да? Спиннинг? Да, спиннинг. Нахлыст? Нет? На охоту можно... Нахлыст. Нахлыст? Нет, я еще Не пробовал. Я вот тоже хочу научиться. Ребята... Из-за красоты. Ребята, да, вот очень красиво, Да, да, очень как лосось красиво. закидывают, поэтому... Но пока не доходили руки. Я тоже, да, поэтому- такого рода Сейчас не благодаря нашим магазинам, которые здесь есть, Ага. всего можно накупить. Да, всё. сейчас уже можно все что угодно. И да, мы как найти. истинные фанаты все за новинками. Экипировка, что-то новенькое. В прошлом году ребята показали на утенка, как ловили. Это вообще завораживает, действительно. Томени, наверное. Нет, на щук. На таймене вот хочу попробовать, если Ага. отсюда взять и поехать к нам в горы Верхоянского района. Адыча, ты знаешь, да? Адыча, И да, там конечно. есть такой промежуток реки, где есть водится Адыча, таймени. Тостах. Тостах. Да. Да. Вот очень хочется попробовать там, на мыша или же на утенка. Посмотрим, на что будет брать. Мы рыбачили в камышах, поэтому там чуть-чуть другой какой-то коленкор. Рыба стоит и очень моментально бросается. Это такая красочная выкид такой, да, момент. И- Удар. Да, удар. Атака, удар. Туп. Эмоции, да, вообще захлестывают. И, конечно, об этом просто потом весь год думаешь, вспоминаешь, когда же следующий год. Всё. Тем более еще успел на видео снять, наверное. Снимаю, да, но сейчас как бы просто уже хочется просто именно побыть с этим наедине с друзьями. Вроде уже подготавливается, да, на ваш взгляд, как эксперт. Уже. А как Ну, долго пусть надо вообще? подтушится, все-таки это дичь, как Это же говорится. дичь, да, надо немножко. Тем более, ну, ни в коем случае сырым нельзя. Мы же об этом уже Ничего поминали. страшного там. Так что лучше, да. Если лишних 5 минут постоит, ничего страшного. Да. Мы давайте, наверное, подготовим другие ингредиенты на лук. Давай. Нарежем. Держи. Все, что тебе нужно. И давайте добавим, сделаем азиатский рис, подобие того. Взбьем яйца, сделаем быстренько на сковородке. Добавим рис и немного... Пожалуйста. И потом украсим овощами, да? Ну, Или я нет? думаю, посмотрим. Ну, овощи. Так, ну, время Чеснок, уже по-моему, солить пришло. Тут, Так, пожалуйста. соль, пожалуйста. Мгм. Гаврил, Солим, расскажи, перчим. пожалуйста, вот про проект. Я слышал, вот ты один из участников проекта «Покорители холода». Есть «Покорители такое? холода». Есть такое? Да, есть такое. Ну, «Покорители холода» — это такой амбициозный проект, где суть заключается не в том, чтобы
отдать пальму первенца одному, ну, уже понимаете, о чем я, да? О чем, да, да, да. Это- Это было вторым вопросом. Уже был, да? Уже было бы. Опережая события, Ага. Аймикон и Верхоянск, вечный спорт по полюс холода. И по мудрому решению Асена Сергеевича, нашего Илдархана, самая главная фишка — холод должен был отдать именно по всей Якутии. Поэтому здесь были предприняты моменты, когда Герман Арбугаев с Сипатьевым Вячеславом, Да, это- кстати, он был нашим гостем тоже. да, они ездили, я как, Ваймикон. в Аймикон и в Верхоянск. еще Верхоянск ездили. тоже ездили они. Они регистрировали именно самую низкую температуру Пытались по регистрировать. точкам. Ага, Да, по точкам. вот. И этому формату должны были передать международный формат, когда, я так понял, экстремальные команды именно вот по спорту, по туризму могли заинтересоваться этим. Приезжали бы и на месте узнавали Да, бы, и- что это такое. Да, вот с этим самым. Но сейчас, как мы знаем, пандемия разрушила некоторые планы. Думаю, в будущем это все должно выйти на другой уровень. И международный уровень, который будет именно для Якутии, придаст огромное значение именно вот нашему мировому бренду холоду. Поэтому ждем в будущем, что это все воплотится в жизнь, и не будем мы спорить, кто у нас. Аймикон, А ты сам поехал бы участвовать? я бы с радостью, но, к сожалению, у меня... Не западло в минус 50? В палатке Да, переночевать? думаю, нет. Да? Уже был опыт? Еще раз? Нет, опыта передай. как такового нету, но проверить себя, я думаю, я бы смог. Думаешь, поехал Чисто бы? вот так вот, да. Именно проверить, посмотреть, Да, что-то как. проверить, потому что это очень тяжело. Да. Я Это видел- как-то по-мужски выехать Да. в минус 50 и заночевать Да, в палатке. и достойно при этом- в палатке переночевать. Да, да. Неделю пожить в палатке, да, это что-то такое. Ага. Вот насчет полюса холода, да, где. Да. Конечно, я буду всегда За Верхоянск. в сторону А Верхоянского ты, района. так как сегодня ты здесь, я тоже скажу, да, Верхоянск, полюс холода. А когда Ямиконские придут, я скажу, да, Ямикон, полюс холода. Да, Красавчик. ну то есть нет, действительно, Да. на самом деле такого окончательного решения же нету. Ну то есть Нету, пальма нету. первенца, ну то есть спор вроде как бы есть место быть, да, но конкретного Ну, в одной решения... республике живем, поэтому как бы, ну, мы работаем все равно над этим. Самое главное суть, да, это коммерческое предприятие, которое должно приносить доход району. Да. И в целом для Якутии это должно прибыльно быть. Мы говорим о прибыли, Ну, да? туризм имеется в виду. О прибыли, об становлении знаковости, да, бренда, чтобы она знали. Соответственно, вся Якутия от этого должна как-то более-менее иметь какой-то... Отношение к этому. Да, Ну, поэтому... я тоже так считаю, что прям не должно быть полюс холода и Ямикон и Дай все. перец, пожалуйста. Перец? Ага. Так, И поэтому я считаю, что мы сейчас, район сам работает над этим. И, соответственно, сейчас происходят некоторые вещи, где ребята есть команда, которые сами работают именно по туризму, по направлению туризма, как привлечь инвесторов, как привлечь туристов на мою родину, Верхоянский район. Это удачно получается, и вся разработка еще, соответственно, ведется. Как ты сам знаешь, до нас очень трудно добраться, мы отдаленный регион. Да, логистика это, конечно, что-то с чем-то. Да, но в будущем у нас, кстати, дорога должна быть. С Тополиного сейчас будет такой очень большой проект постройки дороги круглогодичной. Круглогодичный Да, даже. с Якутска, Тополиного до Барласа. Барлас. Ну, ты знаешь Барлас, где Барлас, находится, конечно, это да. отдаленный у нас наслед. Легантаю И- привет. Да, Барлас. да. Кеша, привет. Кеша, привет. И вот от Барласа должны потом, по идее, до Батагая довести эту дорогу. Соответственно, это оптоволокно, это развитие, это очень хороший мотивационный ход, когда могут люди просто так приезжать. Даже наши земляки с республики могут приехать, Да, посмотреть. спокойно могли бы приехать, да? Киелях тот же, да, например. Да, тот же, ну. Очень много у нас хороших мест, которые заинтересовали бы даже наших Да, земляков. ну действительно, расстояние не такое уж большое, согласись. Да? При хорошей... При хорошей, если бы хорошая дорога была бы сейчас Логистика, Аймикон, например, ну вообще просто, грубо говоря, лафа, да? Да. Вроде как бы 1000 километров, но раз-раз, и ты за день сизовой можешь добраться до Аймикона, Да, до правильно. Тамтора, да? Вот. А если бы такая дорога была бы до Барласа и дальше до Верхоянска, Батагая, было бы просто прекрасно. Ну, Ага. будем надеяться.
Будем Ждем. надеяться и ждать. Ждем, и, ну, и, в принципе, мы по этому направлению все работаем, как и общественники, как депутаты, ну и правительство в лице президента. Слушай, а еще такой вопрос. Вот у меня такая шпаргалочка, да. Многие знают тебя как пара-спортсмена, про спорт. Расскажи, Ага. пожалуйста, вообще, как это? Ну, смотри, я отношение к параспорту, в принципе, имею, потому что я спортсмен с ограниченными возможностями по здоровью, ну и, проще говоря, инвалид. Параспорт – это у нас официально зарегистрированное название международных соревнований по спорту для инвалидов определенных групп. Да, У нас, к сожалению, мой спорт, у меня более тяжелое заболевание, поэтому еще нету, нас не допускают, в общем. Даже так? Да, даже так. Ух ты. Ага. И поэтому у нас есть другой, свое направление в спорте, в мире, да, например. Это у нас спорт среди диализных и трансплантированных пациентов. Есть чемпионат мира и чемпионат Европы, где я участвовал. И самое большое, это у меня чемпионат Европы, 2 место. Италия, Испания, Казахстан, Польша. Так вот. В соревновании участвовал ты? Да. Поэтому насчет этого спорта у меня вообще была мечта. Года-то летят. Хочется стать чемпионом мира. Ну. Поэтому А сейчас, ты сейчас занимаешься? Сейчас занимаюсь, да. Сейчас, очень трудно становится, потому что все равно здоровье, как бы, и по временному промежутку оно уже сдает, как бы, да, действительно. Да, ну и возраст сам по себе, Да, да? и возраст. И сейчас, например, лекарственные препараты, которые я должен по жизни пить, они тоже вот усугубляют положение. Поэтому вообще в Австралии должен быть чемпионат мира, если пандемия все как-то Позволит, разрулится, да? То есть там В ты Австралии проходишь чемпионат- некий отбор и едешь, да? Или как? Да. Меня уже пригласили, у меня есть официальное приглашение личное, как призер чемпионата Европы, я уже автоматически могу попасть туда. И там, соответственно, проезд очень дорогой, поэтому сейчас в Австралию, если лететь, там сейчас надо будет опять думать о спонсорах, как это все организовать. Австралия очень клевая страна, но лететь очень долго. Да. Я был да, один раз, да. больше не хочу. Вот это мы А между разрезаем. тем у нас уже Семен уже сервирует, он уже решил, что наша еврашка уже готова. Да, поджарилась даже местами, протушилась. То есть это как правильно назвать? Это же жарено-тушеная, да? Да. Да. Или как? Тушеная? Ну тут как бы Ну, тут немножко же... самое главное, припущенное, да? нет, Или как? это самое главное, сначала придать колер, так называемый. Колер? Ну Да. вот так, красоту давай, да? Да. Так, Семен у нас сервирует. Что-то уже у нас по-своему приготовил рис наш. Как ты говорил-то? По-азиатски, да? Ну да. Это у нас получается омлет, перемешку с рисом, также с хорошим соевым соусом. Так, Выглядит уже все как-то. Да, выглядит очень клево, да. Мы потихоньку начнем сервировать, начнем пробовать. так, а так получается твой рацион дневной как выглядит, примерно хотя бы? На завтрак я не кушаю. Не кушаешь, да? Не кушаю, да. Так. Ну, даже жидкость там или как? Нет. Воды, кофе пошел, да? Воды. Вода. Теплой воды. Без Теплой ничего. именно. Да, теплой воды, чтобы запустить организм. Поприседал, поупражнялся, кровь разогнал и пошел работать. Плотненько обедаю и на ужин могу перекусить. Что-то такое. Перекусить. Просто перекусить. Везде. А вообще дома, как ты же говорил, что вот про свой рацион, да? А дома что обычно? Зелень, Ага. фрукты, мясо, потому что я из северного региона. Да, Мясо в постоянном большом количестве. Рыба. А какое мясо предпочитаешь? Мое любимое – жеребятина. жеребятина. Вот, про жеребятину я почему подводил-то вопрос. Все. Расскажи, пожалуйста, про именно
верхоянскую жеребятину? Потому что я знаю, что это тоже один из самых таких. Но брендов. вот Культовых, как как говорится. обыватели, да, можно вас так назвать, да, Да. сказать, что жеребятина верхоянская, да, это в общих чертах, она известная, у нас известный бренд, соответственно, он выигрывал несколько конкурсов, как я знаю, да, и они делятся действительно вот на несколько подгрупп, где какой наслед, у них мясо по-другому как-то. Свое. Свое, да. Есть, как вы знаете, чебаха, Да. это Трава. трава, хвощ, да, как я помню. И поедая этот хвощ, у жира жеребенка, да, например, проявляется такой красноватый Красноватый оттенок, да. И, Он соответственно, такой розоватый-красноватый. да, и вкусовой оттенок совсем иначе. Иначе. Есть в городе Верхоянске и в ряде других наследов тоже жеребятина, и у них чуть тоже отличается. В Дугалахе есть другая трава, не знаю, порода травы или что-то. И растительность. И климат там чуть-чуть другой. Там рано тепло становится почему-то. Граница какая-то, я не знаю. Да? Пояс. И на вкус дугалахское мясо, оно уже как будто уже посоленное. Само по себе И уже. ты пробовал, да, Да, дугалахское мясо? я и всякое разное пробовал, конечно. Ага. Какая понравилась? Ой, я даже не скажу. Ну, не понравилось, а более так... как Ну вот именно, да, двуголовская, скорее всего. Вот дугалахская и табалахская, я бы сразу сказал, потому что они, действительно, такие бренды относительно... Вообще, все будем уже как-то... Весь Верхоянский да, вуз уже изучили, Верхоянский да. район, жеребятина, она вот за собой закрепила бренд того, что жеребятина у нас в отличном качестве, экологически чистый продукт, и все очень ценят и уважают за эти качества. Поэтому жеребятина на нашем столе – это постоянный, наверное, атрибут. Постоянный продукт, да? Продукт. Слушай, может быть, задам сейчас вопрос, да, но все-таки ты, может, знаешь на этот ответ, да? Вот есть мясо, да? Разные виды, она уже бренд, да, но согласись, что даже жители Якутии многие не знают, что, ну вот верхоянская, может быть, жеребятина есть, да? Да. Ну, когда же всегда же у нас как караси кобяйские, да, чир чокурдавский, жеребятина черопчинская, ну, где-то вот так, да. Ну, я знаю, что верхоянская, это действительно, они полезные, уже какие-то исследования проводили, куда-то отправляли, узнавали, что именно такое мясо, оно и вкусное, и полезное, и питательное, и все прочее, да. Как ты думаешь, что мешает нашим продуктам стать некими брендами? Ничто не мешает. Ну а почему такого нету? происходит? Продвижение. Продвижение, да. Как моя мама говорит, много было бы денег, и проблем бы не было бы. Ну, Ну, в принципе, она права, потому что под это ну, то дело есть всегда... стать именно, скажем так, конкурентоспособным. Конечно, Да. да, про якутскую рыбу уже там в Москве уже все знают, да. Да. Уже там приезжают траулерами, все вылавливать и все прочее, да. Ну вот именно таким брендом сделать, да. Было бы желание у кого-то. У кого-то. И были бы возможности действительно материально, эстетически тоже немаловажные, да? Да. Духовные, чтобы нести. Соответственно, еще упаковка, Да. Потому что, ну, При этом человек должен быть патриотом, ну согласись, да? Который бы, да, действительно, вот я берусь за это. У нас есть, ну и у согласись, нас что есть такой коммерсантом. человек в Верхоянском районе. Это у нас Екатерина Алексеевна Портнягина. Она у нас большой предприниматель. И вот именно она, я считаю, что вывела бренд жеребятина Верхоянского района вот на такой уровень. На международном они фестивалях. Вы ее знаете, наверное, да? Или слышали, Да, что выигрывает, да. Ну, что выигрывает, что действительно есть определенный вот такой контент, который уже раскручен, как жеребятина Верхоянского района. Поэтому еще раз повторюсь, что нужны какие-то определенные моменты в материальном пособничестве для этого дела. И если уже говорить о масштабировании этого в промышленных, да, скажем, необходимо другие Как говорится, какие-то вдруг пойдет огромный спрос, да? Да. Да. Почему бы и нет? Я помню, там еще здесь пытались что-то разводить, типа такого. Какая-то там коллаборация была. Породу какую-то специальную Да, вводить, да, разводили. Мясо Что-то мясное. такое. Почему нет? Поэтому, я думаю, все еще впереди. И самое главное, чтобы это дело было не затеряно, а взято на вооружение энтузиастами своего дела и продолжилось на самом высоком уровне. Да, например, я считаю, что одной коммерции мало. Да, Ну, то есть, да. допустим, конечно, может быть,
частное лицо, которое обладает такой огромным потенциалом коммерческой жилки, да, но без какой-то поддержки. Живя там да. непосредственно еще. Да, и живя это, там, да, допустим. Видя ситуацию, как отсюда. Как и это будет отсюда, развиваться. имея какой-то потенциальный поддержку, да, потенциальную. Видишь, мы такую глобальную тему затронули. Да, уже как-то. Очень важную, Я да. задумался конкретно. Да, конкретно человек Давайте уже задумался. пробовать. Давайте. Да, уже пора пробовать, да. А давайте теперь, как говорится, приятно. Давайте пробовать. Да. Так, ну давайте. Семен, что будешь? Да, без разницы. Ну, давай, тогда этот кусок твой. Мгм. Я возьму вот отсюда. Петр, наверное, Ну, вот ближние это- тарелки, да, или как? Вот это возьму, да? Ага. Ну ладно, давайте вот это возьму. Пожалуйста. Ножка мне попалась, мама. Ну, запах. Ой. Вот и мне довелось, как говорится, спустя много лет. Так, я могу, наверное, руками отрывать, да, уже? Конечно. Так, ну, смотрю. Сварилась, конечно, отлично. Как говорится, очень-очень специфично, но она того стоит, ребята. Ну, помидорками хорошо заходит. Да. Слушай, все-таки это же экзотика, да? А какое самое экзотическое блюдо тебе? Сейчас надо спросить, Семен, как у тебя ощущение? Ну, я бы чуть еще подтушил бы, конечно. Ага. Рекомендация все-таки, наверное, час Да. тушить. Чуть побольше, да? Да, чуть побольше. Но тоже, как говорится, мясо тушенкой немногим нравится. Из-за этого в таком варианте тоже, как говорится, пойдет. Но с другой стороны, это дичь. Она само по себе мясо нежное, жирное, и она готовится достаточно Именно быстро. консистенцию ты услышал, видел, да? Она мягкая, она с привкусом своим каким-то, идентичность какая-то есть. Нотки полей, сейчас, подожди, уже углубляюсь, да. Издалека, да, пошло? Ромашки пошли, букет, послесловие. Послевкусие букета. Да. Так, ну что, Семен, какой, скажем так, твой профессиональный вердикт? Ну, блюдо интересное. Ну, и еще бы. В плане именно самого мяса, если, как говорится, на рынках они уже появляются, Да, уже есть. ага. уже Уже есть. есть? Да. Да? Тут Уже лежит есть. гусь, тут лежит заяц, тут лежит еврашка. Бывает. Да. Ну, И надо мне- если хочется чего-то такого неординарного, интересного, конечно же, можно приготовить. Да, как говорится, удивить кого-то, да? Да. И вдруг приезжие какие-то. Да, это Туристы. даже интересно, потому что в плане именно ресторанов. Потому что если взять на заметку блюдо маленькое, если его взять Готовится какой-то быстро. технологический процесс именно, маринование, если придет какой-то заказ, там же он быстро готовится. Сейчас стою и смакую. Сочетание вот именно с помидорами, с рисом. Очень нежное мясо. И, Здоровско. Да. да. Я думаю, тут любой гарнир должен подойти. Ну что ж, друзья, да, на этом наша программа, как говорится, заканчивается. Эфирное время, мы всегда повторяем, не резиновое. И хочется огромное спасибо сказать Гаврилу. Ганя, спасибо тебе Вам большое. спасибо, ребята, Да, за то, что приглашение. ты принял наше приглашение, пришел, и еще с таким интересным блюдом, с брендом. Очень много рассказал. Сразу видно, что ты любишь свою родину, свою малую родину, не забываешь про Верхоянский улус. Очень много интересного мы узнали сегодня. Ну а я, Петр Цыпандин. Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. Прощаемся на этом с вами. Всего доброго.